Друзья, всем ассаламу алейкум, всем доброго времени суток, Лидика Хилма серии. Всех вас приветствую у себя на канале. А, Ну, сегодня уже какой, по-моему, 5-й день, как я легла в больницу, занимаюсь лечением. Сегодня были 5-я капельница уже там. Ну, сегодня я прям долго была. Мне показалось, я часа 2, наверное, лежала. Капалось все это. Что я хочу сказать в своем общем состоянии? Ну, друзья, мне, знаете, а, прилив сил, в принципе, есть. Но я вот что заметила, что когда я начала принимать вот это лекарство от головы, ну, не от головы, когда я начала, синупрен, когда я начала пить, вот этот от гайморита, но меня предупреждали, что там пройдет 3-4 дня, и тогда действие начнет. Может быть, оно перед этим. У меня вот это вот место, вот это вот, просто, я не знаю, знаете, я никакая из-за него. Оно меня так беспокоит, оно меня так беспокоит. Вот вчера день был получше у меня, а сегодня прям уже, мне кажется, там как будто что-то происходит, как будто там, может, оно там собирается и будет это все потом выходить как-то все вместе, как вот мне говорили. Я-то никогда до этого не принимала, поэтому я не знаю. Скорее всего, думаю, что с этим связано. Вот я сегодня была на капельнице, с утра вроде бы ничего. Сходила на капельницу, прихожу, приняла лекарство утром и в обед же. И работа. Есть работа. Тут у нас еще что получилось? Вчера в ванной красили полы, наводили порядки мы с Анжелой. А Софишка бегала туда-сюда и могла лезть в краску. И что я сделала? Послушайте меня, что я сделала. Я вот туда, где наша старая кухня была, где у меня товар лежит, я снаружи ключи, связку достала, зашла туда, в ту комнату, где товар, а эта комната, следом же идет ванна, да. И я изнутри закрыла на ключ, чтобы она не видела, а я просто, я окна покрасила, а на полу я не могу, я не могу опустить голову, мне более Анжел, ты крась, я просто буду стоять, контролировать рядом, ну, чтобы все нормально было, то мало ли, но все равно. И чтоб там на полу плитка холодная, сесть нигде нету, с ванной, все вынесли. Я поэтому в той комнате, где товар, поставила себе стулья, в ванну же дверь открыта, Анжела красит, я это вижу, а изнутри зашла и закрылась там. И когда Анжела дошла уже до середины, она мне говорит: мам, все, выходи, у нас же там сзади тоже уход, с ванной тоже ж можно на улицу выйти, в огород, под навес туда. И когда она дошла до половины, она говорит: мам, выходи, а то я закрашу, ты не сможешь выйти. И я аж выхожу туда и забываю про эту дверь. Выхожу туда, она закрашивает. Я говорю: елки, а там же у нас комната изнутри, а там у меня все. Я планировала, хоть и в этом состоянии, но думаю, буду с мамой соберу. Там, у меня там и товары, и хотели обзор сделать, полотенце, что у меня там все. Собирать какие-то посылки. И что вы представляете? И вот так вот осталось до сих пор, по сегодняшнюю минуту, там полы еще не высохли, и не можем мы никуда зайти. Это катастрофа. Это катастрофа. Оказывается, сколько лет жили раньше без условий, как мы жили, когда раковина, умывальник, всего этого не было, когда, ой, как это было все сложно, когда стиральной не было, ванны не было, как мы жили все эти года. И вообще, когда вот этих условий нету, это очень сложно. Вот. И что я стала говорить? И сегодня тоже была работа, конечно же. Я хотела сегодня обзор сделать с мамой потихоньку, ну как-то сделать. Потом Анжела уже начала у нас красить там в коридоре, вот здесь, как на улицу выходить, где зеленая плитка на полу. Она там повымывала стены, окна эмульси покрасила, вот эти подоконники, все, и снаружи, и внутри. Вымывает полы, там драет. Ну, я если потом с кухни все подоставала, ну, я это вам поснимаю, покажу еще, может, лекарства, все вытирает, чистит. Ну, сейчас вперед дожди обещают. С улицы окна нужно помыть обязательно. Во дворе подмести нужно. Все равно стройка идет, но перед праздниками надо же порядок какой-то сделать. А помыть окна самое главное. Изнутри и снаружи. Хорошо помыть окна нужно. Под фундаментом там пройтись тоже. Веничком, где паутина, где влажная тряпка. Это все. Ну, в общем, есть у меня... никогда я не была лодырькой.
Есть у меня стремление к этому. Вижу я, что это нужно делать. Знаю, что это нужно делать. Нет у меня сил. Вот вроде хватаюсь, вот вчера схватилась, вот окно красить, поелозила рукой, опускаются руки, слабость, еще слабость. Это как вот 10 дней хотя бы нужно полежать. Вот почему людей ложат в больницу, почему моя голова этого не понимает. Ну, 10 дней надо лежать вообще. Вот, вот я за все это переживаю. Знаю, что надо. Я говорю, ну, вот она говорит, мама, обещает дожди, может, тогда пускай уже 2-3 дня дожди пройдут, и тогда я уже после них с улицы, внутри-то я помою, с улицы помою там и ворота, и окна. Я говорю, ну, хорошо, тогда так сделаем, чтобы перед праздником. Потому что ходят слухи, что некоторые говорят, первого праздника у нас, некоторые говорят, второго, всегда и с этим колебания есть. Но 30 дней должны наполниться. Это однозначно, ну, вот так вот. В общем, вот так вот. Пока состояние очень, это голова с головой. Сегодня я пошла к лор-врачу, она меня посмотрела, проверила, назначила мне идти на рентген, а рентген нету, закрыто. Написано, выехала по выезду. Ну, то я прокапалась, пролежала, сделали мне укол, и я приехала домой. Вот такие вот дела. И сегодня вот из-за этой головы, из-за этого состояния ничего не могу делать. Ничего не могу я делать. Вот так у меня день проходит, знаете. Давит прям сильно. На лоб прям давит. Это такое чувство, что там что-то происходит у меня внутри. Что я еще хотела сказать? Друзья, я еще хотела вам на том видео сказать, но думаю, нет, не на том видео я хотела сказать, то я про другое хотела сказать, это будет в следующем ролике. Я хотела вам сказать, что мы с мамой и с Софишкой, с девчатами после праздников планируем даже на следующий день, уже завтра купим билеты, поехать в Ростов. Почему? Потому что, объясняю вам, уже 4 года я там не была. 4 года. Вот в тот день, вот вчера была у православных Пасха, да, и в тот день, когда у нас будет праздник, там тоже люди пойдут на кладбище к своим родным. Я прекрасно знаю, что я живу в Чечне, что я замужем за чеченцем, все такое. Но родителей, кто меня родил, кто меня всю жизнь воспитывал, их никто не отменял, и память о них тоже. И у отца на могиле я уже не была года 4. У меня там вся родня, на Украине у меня полно родни. Конечно, туда я не могу я сейчас поехать. А так, в зоне вот эта вот граница, там у меня все двоюродные, родная тетка, одна единственная, по которой я очень соскучилась и имею право поехать ее повидать. Вот. Поэтому я уже где-то неделю назад я супругу сказала, что я поеду с мамой, что наготовим. Первый праздник, первый день мы побудем дома, а на второй день, тут даже Висхан вроде обещают отправить, Висхана домой на выходные. И побуду с сыном, сына проводим, и мы хотим поехать в Ростов. Поехать в Ростов я очень соскучилась. Мне хочется к отцу на могилу. Я уже тетку хочу увидеть, своих двоюродных хочу увидеть. Уже 4 года прошло, как я там не была. 4 года. Уже каналу почти 3 года я там не была с открытия канала. И до этого я там не была. То пандемия, то стройка, то еще что-то, то закрытые мы были. В общем, вот так вот у меня это время так и прошло. Соскучилась уже очень сильно, хочу поехать. У меня тоже есть родственники, я тоже их люблю, я тоже хочу их увидеть. Ну, что я хотела сказать? Помимо того, что я хочу их увидеть, побывать там, на могиле и все прочее, я еще хочу, девочки, пройти там обследование. Потому что мне несколько человек написали, вот когда я сказала, что эта проблема у меня есть с гемоглобином и так далее. Мне даже писала женщина, она доктор медицинских наук именно в этой сфере. Она сказала, если ты мне сейчас пришлешь анализы, все, я уже смогу тебя полностью проверить и назначить тебе. Ты вот не пей то, что тебе все люди советуют. Тебе, у каждого человека все индивидуально. То есть, может, у тебя совсем другой случай. Там бывает проверить именно на железо, как вырабатывает железо твоя кровь, либо что-то. Ну, в общем, я хочу там нужно все сдать анализы полностью. Даже на кровь, на нее тоже там идет разных много пунктов. Я хочу сдать все анализы на кровь,
полностью проверить, МРТ сделать, голову проверить, посмотреть, к своим врачам, к нашим женским сходить и так далее. В общем, хочу там еще, там очень в Ростовской области хорошие врачи, хочу еще обязательно там обследоваться. Вот это тоже моя, как бы, мое желание. Я давно к этому шла. Ну, где-то на недельку мы поедем, вот так вот, на недельку. На недельку до 2 я уеду в Комарова. Ну, уже нужно провериться мне обязательно. И Софишкой хотела к детскому врачу сходить. В общем, поедем. Мама тоже там уже давно не была. Мама тоже хочет и к отцу на могилу, и к своему брату, к родному хотелось. Он живет у нее на Донбассе, в городе Снежном. Но туда нас, наверное, сейчас не пустят. Так соскучились тоже. Переживаем очень сильно. Родни много, за всех переживаем. Созваниваемся, узнаем. Душа болит, не забыли. Сами такое все перенесли. Прекрасно знаем, что это такое. Но, к сожалению, ничего не... Как я говорила, после заката наступит рассвет. Иншаллах, дикник харду. Все наладится, все будет хорошо. Вот. Такие вот дела. Ну, тут мама приболела. Заболела мама. Прям вчера вообще температура ужасная. Высокая температура. Кушать вообще ничего не хочет, аппетита нет. Я это вообще против этого. Когда человек болеет и вообще ничего не ест, я очень начинаю злиться. Я понимаю, что человек аппетита нет. Надо пить, нужно пить. Я говорю, мам, ты же не маленький ребенок, чтобы эта вся гадость выходила. Мне тоже было плохо, мне еще хуже было. Надо пить. Я ей прям воды минеральную рядом поставила. Все, прям говорю, ты пей. Сейчас сделали ей ингаляцию. Ну так, над кастрюлей, как мы давали совет, рецепт. И ингаляцию такую хочу сделать. Лазолан туда добавить все, что надо. И чтобы она хорошенько подышала этим. Такие вот дела. Забыли, я говорю, то хвалили. Я говорю, ты сама себя сглазила. Говорила, не болею, не болею. Тут на тебе. Говорю, заболела и все. Вот. Что я еще хотела сказать? Друзья, еще хотела сказать по поводу Ютуба. После того, как вышел у меня ролик о моей зарплате, ко мне стали много-много очень писать женщин. Даже, знаете, из 100%, 90% женщины-чеченки. Именно тоже хотят открывать свои каналы. Давно к этому они шли. Тоже хочется что-то это показывать. Все спрашивают, с чего и как начинать, и что для этого надо, чтобы дело пошло. Я скажу так. Я вот на ютубе два с чем-то года уже, как я на ютубе. И, конечно же, я тоже еще не достигла высот никаких. Я тоже все еще начинающий блогер, скажем так. Что я хочу сказать? Я тоже, когда этот канал открывался, естественно, у меня было много вопросов. Я что делала? Я тоже известным блогерам как-то с ними добивалась общения, с блогерами-миллионниками. Даже канал Галина Кухня, они многим отказывали в рекламе в последнее время. Но со мной они пошли на уступку. Тут, знаете, когда блогер предлагает, вот тут писали даже, что говорили, что там и Самвелу отправляли посылки, а теперь вот типа он гонит. Я хочу сказать, что это мы блогеры, у нас это все взаимосвязано, это реклама, и там нет такого, что-то мы подлизывались, а теперь это его, мы у него заказали, он сделал свою работу и все. Я сегодня у него заказала, завтра он мне 300 лет не нужен. Да? По-русски говоря, такая система. То есть мы предлагаем либо деньги, либо, вот когда, например, в Галином случае, Галю я вообще уважаю как женщину. Во-первых, из-за того, что она очень чистоплотная женщина, очень хорошая хозяюшка, всегда опрятная. И мне это очень нравится. Галине, когда я предложила деньги, либо посуду, она говорит, кис, отправь посуду. Не надо, она так сказала, не надо слишком дорогую. Отправишь, мы сделаем тебе рекламу. Хорошо, моя дорогая, я пойду тебе навстречу, мы сделаем. Вот ее слова, вот Галин, этот разговор, мне он
Вот очень нравится она, вот такая уютная женщина. Но я не стала высылать какую-то дешевку, какую-то дешевую посуду. Я выбрала, на свой взгляд, самый лучший сервис тогда, что я нашла на оптовом рынке. В то время это. Это то, чтобы я взяла и пользовалась. То, что действительно недешево, красиво и со вкусом. То, что я думаю, что всегда мы показываем, вот, в Чечне у нас так, мы живем. Я своего рода представляла, что этим поступком я представляю полностью Чеченскую республику. И если бы я выслала какую-то, извиняюсь за выражение, фигню, сказать, что ой, прям хвастаются, так, у них все это, а выслала такое, да, мне хотелось вот от всей Чечни, да, вот от лица Чечни, вот, что вот достойный подарок. Иншаллах, слава Аллаху, ей это все понравилось, очень даже до слез, но тогда это только было начало. Если бы это я делала сегодня, я бы, естественно, отправила грузовыми перевозками. Ну, тогда с этим только начиналось, не знали, отправили по почте России. Там, естественно, это все швыряют. Поэтому с тех пор посылки, все, что посуда, я отправляю только через грузоперевозки. Галина посудой, конечно, остались очень довольные, но то, что пару тарелочек разбилось, и то, что вы представляете, я ей обещала, что я найду, и я ищу, девочки, я с тех пор не могу найти такого сервиза, чтобы докупить ей эти тарелки. Но я не опускаю руки, я всегда, когда хожу, я всегда, а вдруг появится. Я эту я обязательно докуплю и отправлю, обязательно. Вот, что я еще хотела сказать. И так вот, насчет этого, да, насчет рекламы. И когда я обратилась к одному блогеру, который был в то время, он и сейчас успешный, и тогда у него были отличные просмотры. Когда я к нему обратилась, с чего начинать и как просто, как вот быть, он говорит, ты снимай видосы, ты каждый день снимай. Покупай обязательно рекламу, заказывай, заяви о себе. Просто так ты не всплывешь нигде. Это, до этого, вот забудь, открой канал YouTube и вкладывай. Забудь год-полтора, что вообще ты работаешь на YouTube. Не он на тебя, а ты. Чтобы что-то от него потом получать, года полтора ты. Конечно, Галине рекламу, это мне где-то 1055 тысяч обошлось. Самвелу рекламу у меня тоже где-то 1025-30 обошлось. И там, где блогеры, где 15, где 10, где 5, где 4. Но меньше 4 рекламы не было у меня. Это самая маленькая сумма. И вот эти 1,5 года я влаживала. У меня сколько денег вложено в этот канал. Если вы не будете покупать рекламу у блогеров, если вы не заявите о себе, у вас канал будет там где-то пип-пип-пип, что-то какие-то просмотрики за час 24 просмотра, за час 15 просмотров. Он так будет болтыхаться. Может быть произойти чудо, что какое-то из видео стрельнет, бахнет, и из-за этого видео к вам придут подписчики. Это может быть, это не всем так везет. Такое, к сожалению, бывает. Вроде бы видео ни о чем, вроде бы обычное название, а оно так стрельнуло, оно так пошло в рекомендации, что все. И на это видео раз зашли. Вот как у меня был скачок с видео со свадьбой. Там уже я говорила на том видео. Хотя на других тоже есть хорошие, но вот это самые большие просмотры. Там уже скоро будет 8 миллионов просмотров. Оно бахнуло, и из-за него заходили все смотреть. Естественно, им стало интересно. И, в общем-то, стали с огромной скоростью расти подписчики. То есть, да, и оно уже не первый раз вот так бахкает. И то видео, где с Висханом там в армии, где как я попала в Чечню. Вот эти видео кидались, где чеченская сноха готовит пончики, мое видео. Вот эти видео кидали меня. Вот мой канал возрастал за счет этого тоже. В общем, это огромный труд. И когда уже буквально 2 года прошло, год и 8 месяцев, вот там я стала чувствовать отдачу от Ютуба уже мне. Когда сколько я вкладывала. 1,5 года, год и 6, год и 7 месяцев постоянно покупала рекламу, постоянно заявляла о себе. Где-то там ехала, снимала что-то, чтобы какой-то ролик дать тому блогеру интересный. То есть без конца вклады были, без конца. Поэтому, чтобы иметь благополучный канал YouTube, нужно снимать ролики. И не нужно ожидать чуда. А вот прошло полгода, вот прошло 5 месяцев, что-то у меня мало. Время и настрой, и желание. И видосики интересные, разные. Я, конечно, недовольна своей камерой.
Я хочу, чтобы у меня был iPhone, хороший телефон, чтобы качество съемки было еще лучше. Ну, в связи с тем, что стройка идет, у меня пока... Я бы могла, конечно, взять рассрочку, но не знаю. Я вот это в Ростов поеду, может, там возьму этот телефон в рассрочку. iPhone последний. Но ни в коем случае не ради каких-то там понтов, не ради того, что он дорогой, а только из-за того, что качественная съемка. Вот такие вот дела, друзья. Чтобы добиться чего-то, нужно снимать каждый день. И не одно и то же, что-то разное. Опять-таки заказывать рекламу у блогеров, чтобы они тебя постоянно рекламировали. И тогда и разные, да, это у каждых людей, у них свои же подписчики. И тогда ваш зритель вас найдет, поверьте. Если будете делать интересные видео, ваш зритель вас найдет, потому что есть зрители, которые меня ненавидят, а есть зрители, которые меня любят. Люди все разные. Тут надо иметь подход каждому по-своему. Но миром вообще, в принципе, в данный момент, даже не трогая Ютуба, правит реклама. Как ты прорекламируешь свою работу, свой товар, либо свой канал, либо там чем-то там ты занимаешься, либо там какие-то там шторы, ворота делаете, окна делаете. Если есть хорошая реклама, у тебя будут брать, народ идет на это. Поэтому вот такие вот дела, друзья. Ну, сегодня уже много не буду, у меня, правда, очень сильно болит голова. А завтра у меня будет вторая часть. Я тоже хотела поговорить именно насчет Ютуба, насчет того, что там закрывают, не закрывают, и какие будут предложения дальше, если вдруг... У меня тоже есть такая интересная тема для вас. Я бы хотела, чтобы вы меня послушали и побыли со мной, пока я это буду рассказывать. Потому что многих этот вопрос интересует, и я тоже хочу сказать свою точку зрения. Вот такие вот дела. А сегодня, у нас сегодня на улице прям жарко. Прям жарко. Я в больнице лежала с утра, еще ничего. А уже домой вызвала такси, у меня зарядка села. Что он, наверное, приехал, меня ждал, а я пошла раньше пешком. И жара, что я еще по солнцу, я уже почти полдороги прошла пешком в этом состоянии. И мне так плохо. Я пришла домой, свалилась и заснула. И вот проснулась, а у меня все так же болит голова. И переживание о том, что много работы впереди, накануне праздники, много-много делов, чтобы хоть немножко я пришла в себя, чтобы я вот это могла отбыть праздники, и тогда уже поедем в Ростов, там и врачей пройду, и проверюсь хорошо. Уже тогда будет легче. Вот. Что еще хотела сказать, я забыла. Завтра уже, наверное, нужно билеты купить. Интересно, почем билеты? Надо посмотреть, почем билеты на поезд. Поедем поездом. Соскучилась уже, очень сильно хочется. Все-таки я там родилась, выросла. Конечно же, меня туда тянет. Уже хочется со всеми повидаться, всех увидеть. Родню, двоюродных, тетку родную. Уже сколько мы, 3 года не виделись. Хочется поехать. Еще раз всех православных с праздником. У вас сейчас идут праздники. Вот на следующую неделю, именно в воскресенье, тогда все идут на кладбище к своим родным. Вот. А нас сколько лет уже нету. Вот мне обидно то, что отца все приходят, только меня нету и сестры моей. Так-то мы приезжаем, но именно в этот день, когда все идут, и опять нас не будет. Ну ничего, мы позже съездим. Родителей нельзя забывать, ни живых, ни мертвых. Хороший у нас был отец. Жалко, что так рано ушел. Как бы он сейчас радовался за нас, но так получилось. Очень сильно скучаю. Вот недавно снился сон. Смутно помню, но помню, что я его видела. Хочется уже проверить, уже знаете. И самое главное, знаете, сменить обстановку. Я устала от всего этого. Все равно дома, если находишься, если ты даже отдыхаешь, это не отдых.
то надо сделать, то какой-то товар упаковать, то куда-то поехать. Я вообще хочу сменить обстановку. Я хочу отдохнуть от всего этого. Просто хочу выехать и хотя бы неделю побыть там, отдохнуть от всего этого. Я уже просто устала морально от людей, от этих почт, от этих рынков, от всего. Просто я хочу отдохнуть неделю. Я говорю: мам, я хочу поехать, чтобы мы сидели за столом, ты, я, тетя, чтобы мы чаевали, вспоминали, смеялись, разговаривали, чаек пили, вот это все куда-то поехали, там на природу съездили, туда съездили, к другой родне съездили. Ну что, вот больше я вот вижу эту ситуацию, что мы сидим на кухне, пьем чай, а вспоминать много чего есть из детства и вообще все столько хорошего было. Посмеяться, поспоминать мне уже. Я уже соскучилась, я уже устала, я соскучилась. Я хочу поехать в гости. Вот такие вот дела. Друзья, на этом я буду заканчивать. Может, еще покажу немножко вам там, что там Анжела творит. Ну, уже остальной рассказ, что я хотела, это уже завтра, потому что сегодня не, уже болит голова у меня. Хорошо? Ставьте лайки, пишите комментарии. Заказы я принимаю. Вот. Сегодня, надеюсь, высохнет, и завтра к товару я смогу пройти, и смогу вам собрать, и мы уже отправим. До праздника все отправлю, иншаллах. Все, всем пока. Ну, Анжела здесь все послаживала. Лекарства все доставала, все на стол ложила, полочки вытирала. Ну, теперь все послаживала. Анжела, здесь тоже Анжела порог закрасила. Вымыла окно. Окно тоже покрасила. Стены эти вымыла. Эти окна тоже покрасила. Это помыла и покрасила. Здесь, конечно, все будет, это надо будет переделывать, друзья. Но пока тут, когда двери вставляли, здесь же у нас немножко это. Здесь нужно будет, здесь надо свет включить, чтобы поярче, чтобы тогда без яркого света декубор калорий отсюда. А потом уже перед праздником снимем шторы, постираем. Снимем шторы, постираем. Этот палас вынести. Просто вынести его, освежить, а здесь полы помыть. Вот эту дверь, девочки, я говорила. Вон уже стирка собралась, вынести невозможно. Вот эту дверь изнутри я закрыла, а там же у меня все, и ванна идет. И поэтому я не могу теперь ничего сделать. Зайти туда, ничего сделать. Здесь же просто, видите, какие щели. Здесь нужно замазывать и заново заклеить, потому что двери новые зимой вставляли. И здесь нужно доработать. Так Анжела потолок помыла, все блестит. Окна покрасила, помыла, стены, пластик. Все вымыла, девочки. Рабочая наша работает. Вон уже, видите, арку какую сделали, делают. В общем, работа кипит, да, Анжел? А? Без Анжелики нам труба. Все болеют. Все полностью Анжелина у нас делает. Вот такие вот, девочки, дела. Работа кипит. Жалко, что ванны еще не высохли, полы. Вообще очень тяжело, когда ванна не работает. Штору Анжел тоже постирать, нужно снять эту. Но ее завесил, но ее нужно... Она не очень грязная. Окно с той стороны, Анжел, когда будешь? После дождей, наверное, да, поможешь? А завтра будет дождь? Передают? Да. Если нет, то завтра нужно вымыть окна с уличной стороны, все окна помыть. Палас Анжела тоже вынесла отсюда. Здесь полы сейчас помоют чисто еще и будет хорошо. Эту полку, мне кажется, нужно убрать, Анжела, с посуды, с которой кружки, тарелки вешаются. Там же есть полка наставлена, кажется.
Мне кажется. Посмотри тебя. Ничего, нормально. В общем, ну какой хороший день, да, сегодня, девочки? Анжела вынесла. Тут надо косилку косить. Тут у нас после праздника уже как приедем с Ростова, тогда уже порядки тут наведем. Капитальные. Какая красота. Это у нас малина. Кто меня давно смотрит, тот знает. Вот так рядами у нас идет малина. Полезки она тут плетется у нас. Деревья нужно побелить, девочки. Я вот в этом году слегла не кстати вообще. Здесь петрушка. Анжел, они спрашивают, куда... Вот, видите, девочки, изнутри двери остались закрытые. Вот, покрасила здесь пол вечера Анжела, а я окно покрасила. И теперь мы пока без ванны. Ну, здесь, конечно, у нас будет утепляться, но пока просто освежить, чтобы, знаете, покрасили, чтобы освежить просто пол до праздника, пока высохнет. Все равно люди на молитву заходят. И чтобы омывание сделать, все равно должна быть порядок. Ну, а дальше там многие ждут, когда уже ремонт, уборки под навесом. Тогда уже дальше продолжим с вами здесь. В первую очередь нужно будет покосить чисто траву. Красить навес не надо, только стены только тряпкой так пройдемся, швабрами. Полы покрасить и переедем под навес. Пока что переедем, а вообще я планирую из него сделать и зимнюю, и летнюю кухню. Но это все потом. Много еще работы, много, но будем делать. Друзья, всем доброго времени суток, ассаламу алейкум. Ну все, у нас уже вообще конкретное тепло пришло. Горы прям озеленились сразу, все прям расцвело. Я сейчас закончилась моя капельница. Ой, долго, часа полтора лежу, прям долго. Нужно обязательно, чтобы медленно капалось. Вот. Сейчас поеду домой. Да, мне значительно легче вообще в плане лечения, но сегодня какой-то у меня день не очень. Знаете, у меня сильно голова болит. Какая-то сегодня слабость, несмотря на то, что хорошая погода такая, все как бы отлично, но что-то мне не очень сегодня. Головные боли прям мучают меня. Вот. Все, уже капельницу убрали, сейчас поеду домой. Такси позову себе. Здесь я одна лежу в палате. Вот такие вот дела. Порядочек у нас везде, все чистенько, чистенько, все хорошо. Сейчас поправлю кровать свою и домой. Да, погода, конечно, классная.
Я уже иду домой. Жду такси. Что-то сегодня я себя нехорошо чувствую. Голова болит, слабость. Вот такие вот я хотела, типа вот как бы березки посадить, знаете, деревца красивые. Оно и ветерок, и хорошо. Чисто. Погода хорошая. У меня столько дома работы, столько работы. Я вроде бы за все хватаюсь. Вроде бы хочу все начать, и то, но все равно сил нету. Сил нет, руки опускаются. Вот вчера красили полы там в ванной, окно, полы. С таким позитивом, с таким этим начала, я думаю, сейчас. Ремонт идет, вот полы красятся. В том году был этот цвет, а в этом году такой потемнеет. Анжелика красит.